Здравствуйте! На канале АТВ вы смотрите передачу «Дискуссия». И тема сегодняшней программы – «Дети, оставшиеся без попечения родителей». Проведу передачу я, Елизавета Ротарь, и представлю вам наших участников. Елена Петровна Раэлян, главный специалист по защите прав ребенка Камрадского отдела соцобеспечения. Здравствуйте. Добрый вечер. Раиса Михайловна Кирилловская, координатор Центра «Контакт» и член комиссии по защите прав детей, находящихся в затруднительном положении. Здравствуйте. Здравствуйте. И Оксана Матвеевна Гаценко, исполняющая обязанности заместителя комиссара, начальника полиции общественного порядка, подполковник полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Также я хочу поприветствовать в нашей студии приглашенных гостей, которые примут участие во второй части нашей дискуссии. Еще раз напомню, что тема дебатов «Дети, оставшиеся без попечения родителей». И адресую, наверное, свой первый вопрос, Елена Петровна, наверное, вам. Скажите, много ли у нас детей в Гагаузии, оставшиеся без попечения родителей, и на кого возлагается защита прав и интересов этих детей? Ну, я по Гагаузии не могу сказать вам точную цифру. Я скажу по Камрадскому району. На сегодняшний день у нас по статистике более 2080 детей выехало за пределы республики один родитель, и где-то около 4000 выехали оба родителя. И эти дети остаются практически с бабушками, с старшими детьми, то есть братьями и сестрами, или с родными и близкими. Из этой цифры где-то 60% остаются сами по себе. То есть мы как-то говорили с министерством, на семинарах министерства, просили, что если родители выезжают за пределы республики, есть у нас отдел документированного населения, который выдает им паспорта, то есть удостоверение личности, в которых указаны несовершеннолетние дети. При выезде они переходят таможню, регистрируются в таможне. И указанные таможенники видят, что там есть несовершеннолетние дети. Мы просили, я, в том числе мои коллеги с органов опеки, то есть Чадарлунги и Волканешты, чтобы без нашего документа о том, что пока не определили детей своих родителей, в частности мы больше констатируем на мать, не выезжали за границу, не отпускали этих людей. Но пока у нас осталось этот вопрос висит в воздухе, никто из руководства этим не занимается, но хотелось бы, чтобы они все-таки взяли во внимание этот вопрос. И все-таки вот на кого возлагается защита прав этих детей? Есть ли какие-то опекунства? Вот я и говорю, прежде чем выезжать, и если бы они приходили бы к нам, перед тем, как выезжать, мы бы определяли в опеку, да. И человек, который отвечал бы практически за этого ребенка, то есть представлял бы все законные интересы ребенка. Он бы отвечал за учебу, он бы отвечал за жизнь ребенка, за здоровье ребенка. А так они остаются сами по себе. У нас по сельским советам, по примариям, простите, есть социальные ассистенты, которые контролируют, но они не могут всех контролировать. Они держат на контроле этот вопрос и стараются там, где есть такие несовершеннолетние дети, которые проблемные, держать на контроле. Спасибо. Оксана Матвеевна, скажите, какие мероприятия проводит полиция по работе с детьми из группы риска? Начнем с того, что одной из основных функциональных обязанностей полиции является предупреждение правонарушений и преступлений, в том числе и среди несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и правонарушений против несовершеннолетних. Поэтому, конечно, очень важно выявлять детей из группы риска своевременно для того, чтобы предупредить эти преступления и правонарушения. Как полиция выявляет этих детей? Какие мероприятия проводят? Здесь нужно говорить о совместной работе. Ни в коем случае сама полиция не может выявить какие-то случаи, если к нам не поступает какая-либо информация. Очень важно, чтобы своевременно эта информация поступила. От кого она может поступить? Она может поступить просто от граждан, она может поступить от представителей учебного заведения, от представителей дошкольных учреждений, от любых заинтересованных лиц. И, конечно, должна проводиться совместная работа. Те же соцассистенты при мэрии, тоже управление образования, тоже управление здравоохранения, социальной защиты. Только совместная работа.
После того, как поступает вам сигнал, какие меры вы принимаете? Вы знаете, первое, что мы должны, конечно, так будем говорить, провести, это определить ребенка. Потому что чаще всего это дети, которые оставлены без контроля со стороны взрослых. Мы должны их определить в какое-либо учреждение или дать под контроль взрослым лицам. Если таких нет, конечно, это совместная работа с управлением здравоохранения и соцзащиты и определение этого ребенка. Определение в спецучреждении, если есть такая возможность. Спасибо. Раиса Михайловна, какую роль играет НПО при оказании услуг детям из группы риска? Ну, все общественные организации, которые занимаются вопросами поддержки, развития, информирования молодежи, они прямо или косвенно становятся участниками тех услуг, которые касаются непосредственно вот этой категории детей из группы риска. Ну и вы знаете, что с тех пор, как при районах были созданы комиссии по защите прав детей, находящихся в затруднительном положении, у нас в каждой комиссии есть по 2 участника, конечно, в Чедрулунге и в Камрате, по 2 участника, члена этих комиссий, которые представляют общественные организации. То есть это те организации, которые прямо или косвенно уже имели опыт предоставления услуг таким детям. Ну а организации, что касается наших гагаузских НПО, они оказались участниками даже, вы знаете, волей или неволей. Даже бывает так, что вот как в случае с моей организацией, с Центром на контакт, мы не имеем прямой такой целевой задачи оказания услуг именно этой категории детей. Но по роду своей деятельности, из-за того, что мы информируем, мы оказываем не только информационные услуги, но мы делали в течение нескольких лет большое количество мероприятий, которые касались вот именно этой категории детей из группы риска. Вы сказали, что проделываете работу в мероприятиях. Какие конкретно? Какие мероприятия? Что вы делаете для Начали мы с такой простой очень идеи, потому что прошли ребята, участники, волонтеры и члены нашей организации, прошли обучение такого центра, который называется Международная организация по миграции. Они проводили семинар, и вот мы, прошедшие эти семинары, обучающие семинары, имели возможность читать что-то наподобие лекций либо информационных обзорных материалов в учебных заведениях автономии нашей. И из-за того, что мы уже обрели этот опыт по учебным заведениям, уже провели эти информационные сессии, появилась такая идея провести 2 или 3 встречи с участниками, с учащимися школы-интернат в Чедрулунге. И начав с 3 встреч, после которых мы, конечно, уже не могли перестать туда ездить, мы уже оказывали разного рода другие услуги. То есть мы перешли на информирование по профориентации, мы делали какие-то приглашения людей, известных к ним, либо тех, которые достигли чего-то, какого-то успеха в своей жизни. Затем у нас была даже серия таких вот встреч, которые мы организовывали им же, интернатским детям, с выпускниками того же самого интерната, которые смогли чего-то уже добиться. Показывали разного рода видеофильмы, малышам показывали мультфильмы, стали теми, которые получились в виде посредников между другими организациями, приносящими либо привозящими подарки этим детям. С экономическими агентами так получилось, что мы их тоже связали. В общем, получилась такая широкомасштабная деятельность в области оказания услуг. Опять же говорю, что изначально цели такой как бы у нас и не было. Причем делали это совершенно без помощи международных фондов, силами сообщества нашего региона. Спасибо. Вот как вы считаете, если бы этих детей разместить в семьи, был бы это какой-то выход из сложностей? Ну, вы говорите о таком, это же, наверное, мечтой, наверное, было бы всех. Потому что каждый ребенок, он мечтает семью обрести, а как раз-таки определение в детский дом семейного типа – это одна из самых сложных тем. И для детей, и для сообщества. Электронно, ваше мнение по этому поводу? Дело в том, что дети в школах-интернатах и в Камгасской спецшколе, в частности, они имеют семьи. Но большинство из этих семей неблагополучные семьи, поэтому они считаются дети из семей риска и помещаются в эти заведения. Хотелось бы каждому ребенку иметь хорошую семью, примерную семью, добрую маму, и любящую маму и отца. Но на сегодняшний день то, что имеем мы, обидно, что в 21 веке вот нам все-таки приходится этих детей размещать туда. Мы сейчас пытаемся, правительство вынесли решение и заложено 5 единиц патронатных семей. Попробуем мы из этих школ-интернатов
забрать, вернее, наши патронатные семьи, которые согласятся, они должны познакомиться с детками, присмотреться, и кто из детей изъявит желание, по одному-двое детей забирать оттуда и будут находиться в семье. Патронатная семья – это та же самая семья. Дети будут посещать общеобразовательную школу, играться, гулять, как все обычные дети, но находясь не в школе-интернате, а в семье. Патронатная семья – это не дом семейного типа, это просто люди, которые будут представлять услуги и представлять удобства. Как те же опекуны, да? Да, наподобие опекунов, да. Да, вот они будут жить в этих семьях. И посмотрим, начнем, увидим. Может, получится, что мы скоро действительно закроем эти школы-интернаты, дети будут больше находиться в семьях. Желательно было для этих детей находиться в семье. Спасибо. Время покажет, да? Да. Оксана Матвеевна, ваше мнение по этому поводу? Я считаю, что в любом случае каждый ребенок должен находиться под контролем взрослого лица. И если это идет на пользу ребенка, определение его в семью или патронатное воспитание, да. Значит, в любом случае, если это на пользу ребенка, то, конечно, да, поддерживаю это. Спасибо вам за ответы. И прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я бы хотела предложить вашему вниманию посмотреть сюжет и после обсудить этот сюжет. В Гагаузии появился первый детский дом семейного типа. Заняться воспитанием приемных детей отважилась пока только одна супружеская пара – Василий и Любовь Иванчевы. Пока в семье 5 приемных и 2 своих детей. Семья готова взять под свое крыло еще и других ребят. И это невзирая на финансовые трудности. Деньги, предоставляемые государством на одного ребенка, невелики. Всего 3000 лей в год. Ежегодная выплата на каждого ребенка по 3000 лей и ежемесячная выплата по 450 лей на каждого ребенка. Также предусмотрена компенсация, частичная компенсация услуг, затрат на услуги, коммунальные услуги, согласно представленных квитанций, которые будут предоставляться в отдел и частично будет компенсировано. Мы узаконили их в статусе родителей-воспитателей. Люди имеют право по договору с социальной службой получать зарплату. То есть этот дом семейного типа, он нужен нам. И, может быть, по его примеру появятся другие дома. Первый приемыш появился в этой семье еще в 2004 году. Сегодня здесь живут 4 приемные дочери и сын. Все они из неблагополучных семей. Родные дети к решению родителей отнеслись с пониманием. Очень много зависит от своих родных детей, насколько они готовы к этому. Потому что мы понимали, что у нас есть свои родные дети, и они тоже уже были в возрасте, что понимали, что это не родной ребенок. И первое то, что нам пришлось объяснить нашим детям, что если мы уделяем внимание, сколько надо для тебя, значит, мы должны это сделать на 2 части, да, и для этого ребенка. Проблема социального сиротства в Гагаузии сегодня остра как никогда. Многие родители уезжают за границу в поисках заработков, бросая своих детей на произвол судьбы. Помощью таким детям призваны помогать специальные районные комиссии. К сожалению, у нас в Гагаузии не поступало ни разу заявлений или волеизъявлений людей на создание детского дома семейного типа. Есть несколько семей, желающих стать патронатными семьями, патронатными воспитателями. И тоже в этом опять проблема, потому что все централизовано, и эти патронатные воспитатели, они прежде чем стать таковыми, должны пройти обучение в Кишиневе или в другом каком-то месте, но на уровне республики пройти семинар, обучающий семинар, что это такое, как нужно быть патронатным воспитателем, каким образом надо воспитывать этих детей. Проблема очень сложная, она актуальна. И то, что у нас сегодня власти за это взялись, скажу наконец-то, потому что я думаю, что за это можно было бы взяться и раньше, на мой взгляд. Это хорошо, это хороший показатель. Но жаль, что мы потеряли так много времени. В Молдове сегодня есть 87 домов семейного типа, а в Гагаузии всего 1. И хочется верить, что не последний. Спасибо, и продолжим дискуссию. Раиса Михайловна, мы учли ваше мнение в сюжете, и хотелось бы обратить сразу к вам.
мой следующий вопрос. Значит, как вы считаете, есть ли необходимость сегодня в детских домах семейного типа? И почему все-таки у нас в Гагаузии только пока, можно сказать, один? Ну, ответить на этот вопрос, наверное, проще всего, если сказать, что информирование было очень слабое, потому что тогда, когда началась деятельность по организации детских домов семейного типа, когда вышло само постановление о реорганизации о реорганизации домов интернатного типа и образовании новой услуги, новой сферы, туда входят не только дома семейного типа, туда, вот как говорила Елена Петровна, еще патронатные семьи входят, еще и центры временного содержания. То есть должно было быть услуг как минимум 3, когда реорганизация должна была происходить. В принципе, она продолжается, и программу правительства установило, что минимум в течение 5 лет должна быть реализована. Но хочу вам сказать, что на различного рода телевизионных каналах мы выступали, мы даже приглашали от нашей комиссии людей, которые являются воспитателями этих детских домов семейного типа с севера. Приезжали, выступали, рассказывали люди, как с этими детьми они работают. Но даже и круглый стол был проведен, но все равно, мне кажется, это капля в море, потому что когда мы говорим о таких актуальных и больших проблемах, то СМИ, мне кажется, могли бы поактивнее этим заниматься, потому что не могут постоянно инициативу проявлять только какие-то одни службы, только НПО, либо только власти, либо только СМИ. Здесь было бы очень хорошо, чтобы консолидироваться и собраться вокруг этой проблемы, и, взявшись за нее, делать информационные не разовые передачи на эту тематику и информирование об этой сфере, а делать какие-то целенаправленные программы длительного порядка, чтобы общество оно понимало, знало и видело, что же это такое. Потому что многие эти термины слышат просто в первый раз. Ну, знают о семье Иванчевых. Просто потому, что они вот такие уникальные, удивительные люди, которые просто взяли за это. Это подвиг с их стороны, что они взяли этих детей и воспитывают. На такой подвиг могли бы решиться очень многие, если бы было хоть немножко поддержки. Те размеры поддерживает. Да, вы же видели, какие там поддержки и какие суммы. Если вы начнете подсчитывать расходы на обычного ребенка, находящегося в семье, и посмотрите на то пособие, которое выделяет государство, вы увидите огромную разницу. Но мы об этом поговорим тоже. Да? Спасибо. Елена Петровна, ваше мнение по поводу сюжета? Я такого же мнения, но все равно наше Министерство соцобеспечения пришло к мнению, и на семинарах было оговорено, что все-таки будет лучше патронатное воспитание, чем дома семейного типа. А они чем отличаются? Патронатная семья берет не более 2-3 детей. Ага, то есть да. В количестве. А дом семейного типа могут быть и более, да. Да, но дом семейного типа выделяются государством деньги, а вот в патронатной семье? Патронатные семьи тоже, как было сказано предыдущей коллегой. Дело в том, что действительно вот эти субсидии государства очень мизерные, очень мизерные. Патронатная семья то же самое, 3000 в год дается на ребенка и 21 лей в день на ребенка. Вот и попробуйте. Ну и спонсируются по квитанциям расходы на электричество, газ. Сейчас мы поговорим и об этих 3000 леев. Оксана Матвеевна, ваше мнение по поводу домов семейного типа? Давайте посмотрим так. Большинство нашего населения на сегодняшний день не может найти здесь работу у нас в Молдове. Вынуждена выезжать. Как эта семья может взять какого-либо ребенка и содержать его на эту сумму, которую предлагает государство? Я думаю, что это действительно мизерная сумма. Если мы не можем своих детей содержать, ну как я возьму в семью ребенка, которого я просто не смогу содержать? Вот так, наверное, все граждане думают об этом. Поэтому у нас такое количество этих семей. Просто это мизерная сумма. Ну, давайте тогда, коль мы уже перешли к обсуждению этой суммы, 3000 леев предлагает государство и 450 леев ежемесячно. Достаточно ли эта сумма? Я так уже поняла, что недостаточно, но все-таки какой же выход? Сколько нужно денег, чтобы содержать в нормальных условиях в наше время детей? Вы задаете нам очень каверзный вопрос, потому что сказать, сколько нужно все-таки, это даже, наверное, в обычной семье, даже которая планирование делает, они, наверное, затруднятся ответить на этот вопрос. И с моей точки зрения, если государство не окажет серьезных поддержек этим семьям, либо в предоставлении жилья, либо в поддержке какой-то очень серьезной в другой финансовой области,
то, мне кажется, эта тема она будет на таком же уровне очень долгий период времени. Потому что пересмотры всех этих позиций, они отнимают очень много времени у государства. А дети, они как были оставлены и без попечения по сей день, они так и остаются. И мы не можем в нашем обществе так быстро и просто найти таких ответственных и серьезных людей, как Иванчев. Но все-таки вот меня интересует, вот какая сумма необходима, чтобы содержать этих детей? Потому что мы вот сейчас дискутируем, да, мы поднимаем проблему, может, власти нас не услышат, может, выделят чуть больше? Вы знаете, вот на сегодняшний день берется сумма по среднемесячная по Молдове где-то 2 800, кажется. Я думаю, что если бы эта сумма была на каждого ребенка в месяц, то у нас были бы желающие быть патронатными воспитателями. Тогда у меня следующий вопрос возникает. Не превратят ли это в бизнес? 2 800 – это сумма, которая привлекать 2 может. 800 – это сумма, потраченная на ребенка. То есть, да, а зарплата – это совсем другое дело. Зарплата будет отдельно этим воспитателям. Ну, Да. кроме всего, наверное, должен быть какой-то все-таки отбор семей, которые будут брать ребенка. Строгий отбор. Но Раиса Михайловна, по-моему, говорила, они должны проходить обучение. Есть процедура отбора, Процедура да, есть. она существует, и механизм еще просто не отработан, но документально закреплены эти требования, и проходят эти семьи, те, которые берут все-таки в свои семьи детей. Но я думаю, что до бизнеса дело, наверное, и не дойдет, потому что когда начинают понимать, насколько тяжелые эти дети, из какой среды они вышли, какие могут быть вопросы нерешенные, а может быть даже никто о них и не предполагал в своей семье, То со легче своими ехать на детьми, заработки, да? то я не думаю, что рванут все очень быстро брать каких-то детей и в виде заработка использовать такого рода высокие пособия, если они таковые будут. Спасибо. И у нас в студии, как я уже и говорила, находятся гости. И я бы хотела сейчас привлечь и их к дискуссии и предоставить им слово. У нас в студии находится Барбарош Владимир, доктор, председатель НПО «Гагаузмед», Янул Дмитрий, председатель НПО «Дельфин» и председатель молодежного правительства, и Арнаут Мария, главный специалист по оказанию помощи матери и ребенка, Центр семейных врачей. Я вас еще раз приветствую. И хочу, чтобы вы ответили на такой вопрос. Какие услуги оказывает ваша организация детям из категории уязвимых? Социально неблагополучные семьи, дети в ситуации риска, значит, они находятся на особом учете у нас в Центре семейных врачей. Значит, каждый семейный врач, значит, посещает эти семьи, выявляет проблемы их не только медицинские, но и социального характера проблемы. И мы, и семейные врачи совместно со мной, мы пытаемся разрешить все эти проблемы. Если нужно, мы выходим с ходатайствами и в примарию, и в органы социальной защиты. Значит, мы сейчас очень тесно работаем с социальными работниками. Есть такой приказ 2010 года по межсекториальному сотрудничеству. Значит, если мы выявляем такие семьи, мы привлекаем их, если они значит, обращаются к нам, и мы проводим оценку этих семей, первоначальную, окончательную, составляем индивидуальные планы и, значит, всячески стараемся помочь. Ну, как и все остальные категории, значит, людей, согласно обязательного медицинского страхования, значит, эти дети у нас находятся у каждого семейного врача на диспансерном учете. Значит, проводится профилактическое наблюдение, оценка физического, психического состояния, группы здоровья. Значит, им выписываются бесплатные витамины, в частности, вот витамин D до 2 лет, препараты противоглистные. Значит, если предоставляется, значит, лечебно-диагностические, если выявляются какие-то проблемы в здоровье у детей, значит, мы также, согласно программе ОМС, значит, выписываем им бесплатные и антибактериальные, и жаропонижающие, и противоанемические препараты. Значит, еще, кроме всего этого, значит, мы проводим
обучение родителей этих семей. Значит, и были две большие программы государственные, как мы уже работаем с ними. И это программа по безопасному дому. И мы обучаем этих родителей опасным признакам для жизни ребенка, значит, правилам ухода, вскармливания, рационального питания. Сейчас у нас второй этап, значит, большой программы называется «Безопасный дом». Это, значит, предупреждение травм, отравлений, ожогов, дорожно-транспортных происшествий. Также, значит, для родителей розданы руководства, значит, книжечка, там, где все красочно описано. Так, значит, и еще вот такая услуга, как, значит, это очень больной вопрос, это адаптированные смеси. Значит, дети до года, конечно, мы боремся за грудное вскармливание, это самое идеальное, что нужно для ребенка. Но если по каким-то причинам, значит, ребенок лишился грудного молока, он должен получать адаптированные смеси. Мы пару лет назад прибегали, значит, к помощи общественной организации. В частности, обращались в общество армии спасения. Вот они нам дали большую партию адаптированных смесей. Последние 2 года вот мы, значит, сделали закупку сами на 50 тысяч лей этих адаптированных смесей, и мы стараемся помочь этим детям. Конечно, мы не берем полностью на себя их обеспечение, потому что не имеем такую возможность. Но немножечко помочь, значит, кормить ребенка, потому что питание – это залог здоровья сегодня и ребенка в будущем. Так, и еще, значит, вот у нас в последнее время открылся такой центр содружественной молодежи. Значит, там работает группа специалистов, и дети, которые находятся в ситуации риска, могут там получить помощь как медицинскую, так и психологическую. Спасибо большое. Владимир, какие услуги вы оказываете? Наша НПО задумалась и организовалась с целью оказания информативных услуг, оказания содействия созданию проектов. Поэтому мы выступили с инициативой, были инициатором оказания данной программы, для того, чтобы об этой проблеме расширить ее в широком спектре, рассказать и показать все проблемы, которые есть в этой категории детей. И об этом, чтобы рассказали непосредственно те, кто непосредственно контактирует с этими детьми. Спасибо. И Дмитрий, ваша организация? Наша организация делает в этой сфере то, что может делать в принципе каждый. То есть это банальное, простое уделение внимания такого рода детям. Мы начали с того, что мы просто однажды познакомились с детьми, которые были детьми-сиротами, либо детьми, пребывающими в интернатах. И с тех пор мы решили ежемесячно посещать этих детей с тем, чтобы уделить им какое-то внимание, пообщаться с ними, там, провести какие-то игры. Ну и чем возможно, если была возможность, помочь им материально. Но основное это было уделение внимания. И таким образом мы ежемесячно посещаем этих детей по мере возможностей, проводили какие-то беседы, например, на актуальные темы, которые мы считали на тот момент, например, это дружба, это вред алкоголя, курения, наркомании, там разные другие какие-то темы, или просто пришли, посетили, поиграли, там, у кого были дни рождения в этот месяц, подарили какие-то подарки минимальные, простые. Где-то мы находили спонсоров на то, чтобы сделать что-то больше, какой-то сладкий стол, или проводили какие-то благотворительные концерты, чтобы на вырученные средства тоже сделать какое-то мероприятие. Но самое банальное и простое, то, что может сделать это каждый, и то, в чем они нуждаются, я считаю, больше всего, это уделение внимания со стороны общества, потому что они немножко обделены этим, потому что немножко изолированность есть от общества, от того, что находится в интернатах, и они нуждаются в этом больше всего. Скажите, вот что самое сложное, на ваш взгляд, в работе по оказанию услуг таким детям? Самое сложное, я полагаю, наверное, наладить контакт, потому что не каждый ребенок готов поделиться или разговаривать с чужим человеком, особенно если это дети из каких-то проблемных семей. И, наверное, самое сложное наладить контакт. Это по моему мнению. Может, в вашей работе? Ну, в
нашей работе, значит, это сам контингент этот. Потому что они в большинстве, как тоже трудно найти с родителями контакт, они прячутся, они закрываются. Спасибо большое. Значит, вы услышали мнение наших участников. Спасибо вам за ответы. И в нашей передаче мы еще учли и мнение жителей нашего города, которые также высказались. Я бы хотела, чтобы вы все посмотрели. Конечно, я сама смотрю такого ребенка. Да? Так что надо выделять государству обязательно. Я его с годика еще ращу, и так что я получаю за него там, это копейки, можно сказать, в это время. Но хоть поддержка малая, да есть. Тем, которые могут воспитать таких детей, брать и воспитать, пускай берут, чтобы дети не росли беспризорниками. Вот это самое главное сейчас. Дети – это наше будущее, как говорится. Так что... Я знаю, Страшенского района такое давно уже. Моя племянница там. И тоже, когда уже... В мае они берут на 3 месяца, уважают, как смотрят за ними, дети помогают и платят ей. Я считаю, что это очень хороший вариант, потому что очень много заброшенных детей, очень много стариков, которые не могут за ними смотреть, и есть родители такие, которые вообще не вспоминают о детях, забывают, что они уехали и должны вернуться назад. Но понимаете, вот у нас такое вот есть. Вот у нас, если статус какого-то человека есть, что он вот, без родителей, там, как сирота, этот статус идет. Он может творить, что хочет. А тот, который полная семья, мать, им вот в такие обстоятельства стесненные иногда бывает, он такой же ребенок, как и другой. Но этому ребенку вроде как больше дает, все дает, а этому вот родители бросают и уходят. Ну, это довольно-таки благородное дело, я всеми руками за. Молодцы. Они должны иметь свой стержень, родительский стержень. Почему вы так думаете? Потому что они, когда уже будут в возрасте, будут иметь свое мнение, то, что вот нет у них отцов, никто не любили их, никто не дал им любовь, это вот то, что полагалось им. Мнение жителей города однозначно, все высказали, что это благородное дело, но было и мнение, что эти дети чем-то все-таки ущемлены. Да во всем, наверное, потому что есть такое мнение. Специалисты, которые проводили исследования таких проблем, которые есть у человека во взрослой жизни, они пришли к мнению, что абсолютно все ниточки ведут в детство. То есть если у человека во взрослой жизни что-то произошло, и что-то не так пошло, и что-то не так наладилось, причину нужно искать в детстве. И чаще всего бывает так, что эти дети, которые вот остались без попечения родителей, остались брошенными, остались сиротами, остались в этой категории, чаще всего им сложнее адаптироваться не только тогда, когда они дети, а даже и тогда, когда они уже и повзрослели. Здесь имелось в виду, что дети тоже в семьях, да, они вот в домах семейного типа, но все-таки есть какое-то вот ущемление. Не думаю я. Детский дом семейного типа у нас всего лишь один, а если брать и анализировать все дома, мы, к сожалению, не будем иметь такой статистики полной у нас по Гагаузии. Но все равно, мне кажется, ребенку в детском доме семейного типа было бы лучше намного, чем в интернате, как бы там ни было. А вы что думаете, Ирина? В таком случае только можно сказать, что дети объединены любовью и лаской матери и родителей, матери и отца, только в этом. А так материально они обеспечены, к ним относятся хорошо, за ними следят. Учат их, поддерживают в чем-то. Единственное, что не чувствуется родительской ласки, любви и ласки. Вы бы как прокомментировали? Вот мы этот видеоролик, все поддержали, да, кто выступал, у кого взяли интервью. Но вот интересно, каждый из них готов взять или нет? Вот я Самая первая, она как раз воспитывала такого ребенка. Да, вот. Я перед собой такой вопрос поставила. Готова ли я сегодня взять чужого ребенка и воспитывать его? Вы знаете, это трудный вопрос. Это надо для себя решить в первую очередь. И еще как воспитать этому ребенку ту любовь, ту ласку, которая необходима, как именно от близкого человека, как от мамы. Спасибо за ответы. И напоследок ваше пожелание нашим телезрителям, таким родителям, которые совершают все-таки эти подвиги, берут этих детей на воспитание, что бы вы им пожелали? И те, которые еще решатся. Наверное, в первую очередь, конечно, удачи в их нелегком начинании, потому что
Это действительно очень сложно взять чужого ребенка, воспитывать. Ну и, конечно, наверное, какого-то удовлетворения от того, что они воспитывают этого ребенка. Спасибо. Я думаю, что надо, прежде чем идти в патронатную, например, семью или взять этого ребенка под опеку, надо дать себе отчет, что эти дети из семьи риска. И у них есть очень много негатива, который они почерпнули в своей семье. И надо знать, что с этим надо будет смириться и относиться к детям как к ребенку, чтобы он не почувствовал, что он находится из этой же сферы попал в другую сферу, такую же. Спасибо. Я бы тоже пожелала таким людям, которые возьмутся за патронатное воспитание, либо за образование у себя детского дома семейного типа, терпения и сил. И я бы очень сильно бы желала, чтобы каждый из них, прежде чем это сделает, посоветовался со своими родными детьми. Потому что вы помните в сюжете Иванчева, сама она делала акцент именно на этот вопрос, что они прежде чем решиться на это дело, они с детьми посоветовались, и их дети по сей день поддерживают их. Вот чтобы те, которые возьмутся за это дело, чтобы они с детьми своими посоветовались и сообща это все решили. Спасибо. И я благодарю всех участников сегодняшней программы и всех телезрителей, которые смотрели нашу программу. И напомню, что в эфире вы смотрели программу «Дискуссия», и участие приняли Елена Петровна Райлян, главный специалист по защите прав ребенка Камрадского отдела соцобеспечения, Раиса Михайловна Кирилловская, координатор Центра «Контакт» и член комиссии по защите прав детей, находящихся в затруднительном положении, Оксана Матвеевна Гаценко, исполняющая обязанности заместителя комиссара начальника полиции общественного порядка, подполковник полиции. Спасибо вам за участие. А также гостями в студии были Барбарош Владимир, председатель НПО «Гагаузмед», Янул Дмитрий, председатель НПО «Дельфин» и председатель молодежного правительства, и Арнаут Мария, главный специалист по оказанию помощи матери и ребенка, Центр семейных врачей. Спасибо вам также за участие. Провела передачу Елизавета Ротарь. Спасибо за внимание.